Эдвард Сабиров. Уже друг. Всем здравствуйте. Компаньон. Соучредитель компании. Меня зовут Эдвард Сабиров, я занимаюсь трейдингом 11 лет, и я наскучил уже всем, наверное, этим рассказом. Обычно я показывал, как проходил мой день, открывал специальный сайт для анализа графика и демонстрировал, рассказывал, где я определяю зоны, где я определяю уровни, и каким образом я захожу, выхожу из сделки. Но в один момент, на прошлой неделе в Уфе я понял то, что, блин, ну кому это нахер интересно? Вот серьезно, кому из вас это интересно? Как проходит мой день? Ну, можно сказать, никому. Гораздо интересней, когда я вам докажу, что я могу зарабатывать такие деньги, и трейдеры наши могут зарабатывать деньги, да? Это же интересней, правильно? То, что как проходит ваш день. Окей, можно, пожалуйста, первый слайд, который был сделан как раз-таки в Уфе. Мы были на выступлении. Кирилл очень много рассказывал про продукты, потом говорил про то, как трейдеры работают, там остальное. В этот момент мне пришло оповещение, то, что на Форекс-счету поступили денежные средства в размере 10 тысяч долларов. Посмотрим на время. Время было 16:46. То есть живые деньги, да? Правильно? Да, это не демо-счет какой-то. Не демо-счет, это фактически деньги, поступающие вот на это счет. пополнение, депозит 10 тысяч. Вот, как мы видим, здесь смещение на час вперед еще надо делать. То есть время было 16:46, когда поступили деньги на счет. Но я решил то, что покажу, как это делать, покажу, как зарабатывается. Начал заходить в сделки. Здесь у меня был безубыток, здесь я зафиксировал 146 долларов, дальше безубыток, 296 и 776. То есть за время работы, пока Кирилл выступал, я заработал 10% от изначального, 12% от изначального депозита. Прикольно. Но потом вышел человек и такой говорит, ну, блин, типа, не прикольно, 10 тысяч – это фигня. На минуточку, это 600 тысяч рублей. Я думаю, ну ладно, раз это фигня, давай попробуем по-другому. Можно второй, пожалуйста, слайд? Второй слайд. Это на следующий день. Утром я сказал одному трейдеру, давай попробуем по приколу. Он говорит, все, без проблем, сделаю. Он начал заходить в сделки с утра. Здесь он словил стоп. Далее, ну, можно сказать, что это безубыток. И далее серия из сделок, которая принесла ему на тот момент 12%. Прикольно. Еще один трейдер, который тоже сделал 12%, там буквально за час, наверное. И все, он дальше целый день не работал. В Челнах нам потом сказали то, что ну что вы картинки какие показываете, можно третий слайд? Типа, ну и 20 тысяч тоже не особо значимая сумма для нас. Я такой думаю, ну ладно. Здесь продемонстрирован счет, на котором уже начал я торговать ближе к вечеру и фиксировал прибыль по мере возможности. Депозит был пополнен на 30 тысяч долларов, и за день я заработал 6 тысяч долларов. Можно посчитать, сколько это в процентах примерно? 20% за вечер. Нехило. Нет, программу пока не открывай. Теперь я немножко расскажу про правила и как распределение. Еще раз повторюсь, как это все проходит и каким образом распределяются деньги. Как работают наши трейдеры, какие правила у них существуют. Презентацию, пожалуйста. Распределение денежных средств, любых. Каким образом они происходят? Они распределяются на 4 биржах. Чикагская биржа, Московская биржа, BitMEX и Forex. Можно сказать, то, что в основном на Форекс просто очень много форексников, трейдеров. И поэтому у нас там много инструментов. Каждый трейдер в основном торгует теми инструментами, к которым он привык, либо которые он любит. Но я чуть-чуть их продвигаю тем, что каждый месяц пытаюсь добавить какой-нибудь новый инструмент, чтобы они изучали. Далее. То есть 1000 долларов у нас распределяется на 20 инструментов. Здесь я еще не дописал 2, у нас криптовики начали приходить. На 20 инструментов равномерно. И трейдер начинает работать. Ежедневно работает он с планом как минимум 5% в день. Далее.
Каким образом мы решили минимизировать риски для того, чтобы помимо того, что распределяем денежные средства на 20 инструментов, я ввел некоторые правила, которые для себя сам установил в ходе торгов. Первое правило – это распределение депозита. 30% от депозита уходят интрадей сделки, короткие сделки, которые совершаются внутри дня. 30% от депозита – это позиционные сделки, то есть трейдер с помощью волнового анализа видит, допустим, то, что все, наступает там смена тренда, и то, что мы сейчас пойдем либо вверх, либо вниз, и он решает войти в позиционную сделку. И 40% – это нетрогаемый остаток, который должен быть всегда на счету. По какой причине? Если, допустим, в интрадей он ничего не заработал, профукался, 30% позиционной у него тоже не сработало, осталось 40%, с этого можно восстановить полностью депозит до 100%. Это проверено. Далее, 2 стопа в день. То есть это тоже определенное правило, то, что максимальный просадок, который выдержит компания от одного трейдера, это 1,5%. За счет того, что все остальные там сработают нормально, мы спокойно вытягиваем 1,5% его стопа. Почему именно 2 стопа? Потому что дальше уже трейдер начинает входить в азарт. Если больше стопов поймает, все, там его захватывает азарт, он хочет отыграться, он хочет выиграть побольше и так далее. Поэтому первый стоп, если у него сработал, он идет, отдыхает, там, бесится на турниках, либо в футбол играет, либо там в PlayStation начинает играть. Далее подходит обратно к компьютеру, анализирует еще раз график, принимает решение еще раз зайти в сделку. Если второй раз он словил стоп, то он идет домой. Значит, он эмоционально уже сегодня никак не вывезет ни одну нормальную сделку, поэтому смысла не остается. Далее, введение новых инструментов. Ну, как я и озвучил, то что каждый месяц я пытаюсь нового трейдера приучить к какому-то новому инструменту. И, кстати, это неплохо получается пока что. Далее, риск стопов за счет трейдера. Каким образом мы думали, как мы подстрахуемся, то, чтобы трейдер не сливался просто так. И решили то, что от его заработка он будет оставлять 25% на счету, которым он управляет. Для того, чтобы, если, допустим, он принимает решение, то, что 1,5% просадок его не устраивает, и он хочет отработать этот процент и заработать для компании, он начинает заходить в сделки и уже рискует своими деньгами, которые остались у него на счету. И последнее немаловажное правило – это то, что 12 трейдеров принимают решения сами. Каким образом это происходит? То есть, да, у нас есть общие брифинги, собрания, мы разбираем все инструменты, кто-то высказывает там свой анализ, почему, там, ну, спорим между друг другом, то, что кто-то может не прав там, но все равно, когда каждый садится за компьютер, за свой счет, он сам принимает решение, заходить ему в сделку сегодня или нет. Именно под тем правилам, по которым другие там, может, думают. Далее. Для тех, кто разбирается, нас очень часто спрашивали то, что как мы можем вас проверить, давайте покажите там статистику. И мы решили то, что в начале ноября 2019 года, то, что мы откроем 2 счета, один на Форексе, другой на Чикагской бирже, загоним туда по $10 000 и будем выставлять еженедельные отчеты. Что сейчас можно их найти во всех социальных сетях, да, они у нас выкладываются, в Телеграм-канале и так далее. То есть в хорошем качестве и в свободном доступе. Но этого тоже было мало, как обычно. И начали говорить, ну, это можно нарисовать, это можно сделать. Мы начали думать, как еще можно вам показать то, что идут торги реальные. И предложили такой вариант – открывать свой счет. Вы можете открыть свой счет на московской бирже, на Форекс бирже, на Чикагской бирже, дать нам ключи доступа к вашим счетам. То есть с деньгами мы ничего сделать не можем, кроме как управлять ими. Открывайте счета, даете нам в управление. То есть, ну, здесь надо будет исправить. Теперь правила немножко изменились. Торгуем неделю на таких счетах. Вот. Далее мы передаем вам счета, которые были ранее проторгованы. И вы смотрите, как проходили торги, что мы делали, как трейдер вообще принимал решения какие-то. Можете разбирать там его сделки, хоть до умопомрачения. Но 70% от прибыли, которую заработает компания, вы должны будете перечислить в благотворительность. И третье правило – это прислать своего эксперта для общения с руководителем. То есть, если, допустим,
у вас есть какие-то там знакомые, друзья, которые очень хорошо разбираются в трейдинге, то они могут приехать в Казань, пообщаться с трейдерами и поговорить там лично со мной, допустим, для того, чтобы убедиться. Так, по-моему, по презентации у меня все. И теперь последний момент. Опять-таки же, это из-за того, что в Челнах мне сказали, то, что ну, это картинки можно нарисовать. Открой, пожалуйста, программу. Я представляю вам программу MetaTrader 5. Она используется для торговли в основном на Форекс бирже. Здесь можно показать вам то, что 23 числа было пополнение с помощью биткоина на $30 000. 3 транзакции прошло. Что случилось дальше? Я передал этот счет трейдеру, и он начал работать с 24 числа, как мы видим, так, когда у него первые сделки открылись, ну, смещение на час вперед, в 5 утра. В 5 утра он начал торговать. Он заработал себе определенную сумму, но мы называем это подушка безопасности для того, чтобы, допустим, вошел в какую-то сделку, чтобы не сразу убыток был стоп, а чтобы просто свою подушку просадил. И дальше в течение дня он начал совершать серию сделок. Как мы видим, в основном это все прибыльные, с небольшими минусами. Здесь видим то, что он усреднился. Это тоже иногда используют трейдеры для того, чтобы, допустим, цена входа была чуть выше либо чуть ниже того, где ты заходил ранее. Можно прокрутить, пожалуйста, вниз. Дальше 25 число, еще ниже. 25 и 26 число. Как я только что говорил, на счету было $30 000 пополнение. 23 числа, 24 в понедельник трейдер начал торговать. И теперь обратите, пожалуйста, внимание, то, что прибыль на сегодняшний день составляет $35 000, 31. Что равняется 112. Баланс. Вот баланс. 65 000. Было 30, стало 60. 65. Ну, 65. Не 60. 65 уже. Да. Это 112% за 3 дня. То есть таким образом работают трейдеры, таким образом подстраховывается компания. И у нас очень много есть талантливых ребят, которые тоже такое примерно могут делать. Но обычно после таких дней я их отправляю отдыхать, потому что дальше начинается уже фигня. А потом на следующей неделе он приходит и опять начинает работать с такой же силой примерно. Как-то так. Да, все правильно. Это как раз к вопросу о том, что когда мы рассказываем о компании, некоторые думают, что мы берем всю сумму и всей суммой работаем. Задача как раз на эту сумму выдавать результат. Этот результат выдается не всегда всем депозитам. Это та самая, скажем, модель, 30%, 40% депозита, который отрабатывает за всю сумму. Вот. После того, как задача закрывается, мы выдыхаем. Грубо говоря, задача не погнаться за жадностью, а соблюдать стратегию.